2025 году мы отмечаем как раз 300-летие первой Камчатской экспедиции. Я думаю, что в этой части акцент мы сделали хороший и привлекли внимание общественности, жителей Якутии, России, Хабаровского края к этой дате. Я думаю, что знаковость такой личности, как Витус Беринг, все мы не отрицаем, и в каких условиях они тогда экстремальных работали, открывая новые земли. Я думаю, что вот мы обсуждали и говорим, что Витуса Беринга можно сравнить с Колумбом, Христофором Колумбом. Вчера за дневное время прошли 59 километров. В основном мы шли по реке Акачан. На ночевку встали на повороте на перевал. Будем следовать в сторону речки Юдома. Я думаю, у нас сегодня цель номер один – пройти перевал, спуститься к Юдоме. Ну а там по времени посмотрим, может будем штурмовать уже второй перевал. Период, когда работал Охотско-Якутский тракт. Поэтому были, так и говорят, что до арки был оленей транспорт, а с арки до Охотска был собачий транспорт. Да. И собачий транспорт был еще в советское время. Вот. Сюда в основном на оленях, на лошадях приезжали, редко, мало уже. В основном тут оленный транспорт был. Лошади свои, которые тут со стороны арки, со стороны Якутии лошади где-то до Аллаха только доезжали, может, еще чуть выше. И даже верблюды доезжали, потому что есть места, связанные с верблюдом. Название верблюды и кости, это как-то на якутском. ТБ забыл как-то. Здесь, кстати, очень много якутских названий. Вот в моем детстве, этих якутских названий. А приезжали сюда ребята. Виноградов Петр Петрович. Вот, я ему называю, Хатон. Сарадий, животину содержали, это якутское название. Здесь, поселочек был раньше. Кухтыри. Такое, это уже русские переиначили Кухтыри, а это Кутурях. Это якутское чисто название. Да много здесь якутских названий. А проводниками, да, были, они все равно ходили до этого, до прихода сюда казаков. Туда-сюда, общались. И потом торговля была. Якуты знали металлургию. Они делали там, всякие котелки, ножи, вот эти вот пальмички, наконечники для копий. Много было собачьих упряжек. Так, да, быстро бегай. 100 километров туда-сюда за день смотаться быстро. Правда, собак кормить много надо. Неинтересно. Полные нарты ведешь, корм собаку. И еще сам сидишь. Груза такого хорошего нету, считай, полезного, да? Они больше, получается, действительно, как почтовые были. Ага. Мелочи возили. Тяжело все-таки снабжение. Вот вы сами проехали по этому пути, знаете, что такое. А представляете, на санях, на оленях везти все это. А потом из Якутска, их человек 300. Из Якутска пошло сюда, на Охотск. Вот поэтому они шли где-то полгода. Потому что тащили все на себе они полностью. Да, они пришли, якутство тогда был, не более, даже 2000, наверное, не было человек. А тут приходит эта орава, 300 человек. Представляете, что творилось в городе? И вот они все полностью, якоря, все металлические части, вот эти пушки, на них мелкокалиберные, но все равно же они тяжелые были. Веревки все вот эти, канаты, парусину, все тащили на себе до Охотска. Сейчас куда это ведет дорога? Пока тут эту ручей перейдем, потом на море, и по море по чистому месту пойдем. Вот так была. Мне нужен.
Потому что должно быть наоборот, да? Крестовины китайские. Ну и может даже и хорошо. Вот результат качества крестовины. Обычно крестовины так не обламывает. Ну вот, обломила крестовину бортового редуктора. Мы уже поставили новый кардан. Протягиваем, ставим колесо и дальше путь дорогу. Это на запчасть пойдет. Соберем, крестовина есть в запасе. Соберем, будет кардан опять в запасе. Да. Правее. Не дотягивайся. Со стороны было, блин, страшно. Я представляю, что вы там на борту испытали. Нормально. Еще не в танких, где-то передрягах бывали. Но если сравнивать с другими экспедициями, то все-таки они проходили маломальски по каким-то дорогам, автозимникам и так далее. А вот в этом случае дороги нет, абсолютно только направление. Вот по этому направлению мы движемся к Охотскому морю. По этому маршруту до 90-х годов пробивались зимники усилиями государственных автодорожных предприятий или артелями. По автозимнику, который ранее, когда действовал в 1993 году, впервые прошли два вездехода. И считаем, что мы обозначили тот путь, по которому чисто практически можно сегодня этот путь использовать как связывающий муниципальный округ Охотский с нашим Усьмайским улусом, ну и который может помочь в налаживании хозяйства по выпасу оленей. И второе, это, конечно же, для взаимодействия с нашими добывающими компаниями, доставки продуктов первой необходимости, различных товаров, ГСМ и так далее. Оттон продуктовара сеналагамит, конечно, бихе колотакка өлдүхнөттөн бу декки хол телилдере болдар, хол бара болдар дем багараулар ахан. Мы считаем, что надо по-новому взглянуть на транспортную логистику поселка Охотска. У них навигация это с мая до начала ноября. В остальное время Охотск связан с материком только по воздушному пути. Никаких зимников, никаких дорог у них не существует. Надо учесть, что из 400 километров бездорожья между Аллах-Юнем и Аркой 370 километров проходят по территории Хабаровского края. В настоящее время в связи с приходом железной дороги на левый берег реки Лена, станции Нижний Бестях, расстояние до Охотска составляет 1200 километров. Из них только 400 – это по автозимнику, которые, мы считаем, еще можно пробить. В случае появления автозимника ситуация с доставкой сезонных и других грузов Охотск может коренным образом поменяться. Примером можно послужить, что многие северные улусы Якутии, которые находятся гораздо дальше и гораздо сложных транспортных условиях, даже Чукотка начала работать с железнодорожной станцией Бестях по доставке своих грузов. Хотя у них есть тоже, так же, как в Охотске, навигационная составляющая. Этот вопрос нужно вместе с администрацией
Хабаровского края, правительством республики прорабатывать. И насколько мы можем помочь друг другу, наверное, будет зависеть от хороших наших переговорных моментов. Оннатан бәйем мен Нюрбаттан төрүттәхпин, бүлүй бөлөктөр бейги куру проблема бұтта сақа сиренүдінен де дияқайып, йоп тибет сақалар әлбәққі бүлүй бөлөққа зобынан айджар. Әлем болағына ұтта бейги қоту өттүттен әлбәқ балғылау болан баран кені оқосқай муара балығын күрдік йода әлбәқ бол батақ. Әлем мен анна омсырдым дияқайып. Бейги бүгілер бі күрдік ол өттер барамыд правительство көмілерді или предпринимательдер бәбіт кооперируюсь эконома барамытту даже балдықтағыны промышленный уровеньге тағарын сағалы қайбе біттейін атым. Көпкі ғылаттағы пүшөй мепенегес балдықтар тон білін аңылы бәбір ағылыққа қалып сейін жабын. Чалбукаг называется место вот это. Березовый, что переводится, да? Там березы много в ручье, по нему и назвали. Стоянок много. Ну, это основная база наша. То гараж, это дом, баня, амбары. Ну, тут стоянки древние, старые много. Я не помню, в 30-х годах или каких-то мор был, или как оспу, или что, или не знаю. Вот там до сих пор их захоронения есть, которых ездили другие оленеводы, собирали по стойбищам людей, складывали, а вещи сжигали. Вон там где-то проехали, вначале наледи. Таких очень много мест. Герамгау обычно называют. Могильник. Детей маленьких, младенцев, да, делают корыты, типа корыта, ящик, да, высоко вешают туда. Иногда раньше не так давно попадались, а сейчас, видать, попадали, я не знаю. А у взрослых также, вроде как и русские, закапывают сейчас. Это просто вот это делали так, и мы называем, шайба, как-то я забыл, сейчас назвал. Туда, потому что много людей. Стольбища-то большие были, по много умирали. Столько ям не выкопали. Еще, я не помню, если они на нартах ездили, значит, это весна, зима, осень было. Это оленей-то у нас было сколько? Только в Арке, колхоз 20-го парсъезда, да? Там было порядка, я не боюсь соврать, но 26-27 тысяч. Это 10, почти 20 бригад. И в соседнем Иня есть, тоже оленеводством занимался. Там чуть поменьше. Общей сложности около 36, что ли, говорили. Ну, я такие цифры слышал, вспомню такие цифры. У нас в советское время здесь выращивали, и были стада оленей до 35 тысяч. А одновременно за бой шел 5-7 тысяч оленей. А сейчас вообще совсем не осталось оленей. Алексей, еще расскажи про священного оленя. Ну, обычно в стаде бывает гылук, да? Его не обучают. Ну, это обычно белый, какой-нибудь очень заметный олень. Но он должен быть спокойным желательно. Человеку подходить на соль, да?
ничего, ни веревки, ничего к нему не надо, нельзя привязывать. Потому что если что-нибудь случится с ним, значит беда с оленями будет потом какая-то. Сейчас тоже в вашем стаде есть священная. Есть, ага, белая немечанка, но она что-то побаливает, болеет. Ага, не очень хорошо. И да и оленей сейчас больных стало. Меняем стало много. Меняем редко, некуда. Считай, смотри, раньше тут, я сказал, да, все заселенное было. Оленеводы постоянно, ну, километров через 30-50, да, знали. Туда подъедешь, там поменяешь оленей. А сейчас мы вдвоем четверо оставили 150 голов оленей, да? И туда 200 километров нету. Вокруг, короче, никого нету. И никуда не за 200 километров попробую ехать, менять никуда ли. Это прежде договориться, надо потом туда дорогу навести, все. Ну, вообще, ага. Не знаю, как это будет. Ну, постепенно вырождается. Так что оленеводство, я думаю, уже скоро отомрет совсем тут. К сожалению, есть тревога о том, что со стороны Хабаровского края не так емко поддерживаются коренные малочисленные народы севера, которые ведут свои традиционные отрасли хозяйствования. Тяготение оленеводов к республике Саха-Якутия есть, потому что и поддержка, и заинтересованность со стороны власти оленеводы Хабаровского края чувствуют. В пути мы встретились с группой ветеринаров. Хотя мы находимся на территории Хабаровского края, родовая община Слепцовых, она за Якутией закреплена, и ветеринарные службы за ней следят. Интересный такой момент, что Усьмайский улус прикреплен к ветеринарному участку Амгинского улуса, и мы встретили в Алахьюне ветеринаров, которые побывали в этом стойбище. Две женщины, Светлана и Федора, которые преодолели сперва на УАЗике до Усьмаи, потом с Усьмаи до Алахьюня, и потом объезжали стойбище и вакцинировали оленей здесь, проезжая на буранах. Считаю, что они свою миссию выполнили очень ответственно, и, наверное, нам необходимо подумать, как эту работу ветеринаров облегчить, оптимизировать и сделать так, чтобы они перемещались не настолько огромных территориях, да? А если перемещались, то соответствующие условия нам нужно создавать технику, чтобы они не замерзали в пути. В пути у них сломалась техника и ночевали в заброшенной избушке. Две женщины из Амгинского улуса, я поэтому очень восхищен их работой и считаю, что нам все-таки нужно на эту службу обратить внимание. Я немножко на камеру секретную информацию выдам. Значит, у нас машина, как я понял от менеджеров, значит, из Якутии заказано все-таки какой-то медицинский модуль. Не факт, что он для людей, по-моему, ветеринарная клиника вот именно. Я могу, конечно, ошибаться, но одна машина заказана. То есть, потому что из администрации республики кто-то приходил, выставка вот была зимой после экспедиции, как бы машина всем понравилась. Ну, что называется, попробуют, распробуют, я думаю, будут. Ну вот встретились с ветеринарами, я их записал, и, наверное, предложение будем тоже давать. Это необходимость. Ну, машина хорошая, машина хорошая. Хорошая. То есть для нее преград практически нету. Значит, плывет и нам, естественно, надо перпендикулярно. Нет, то, что он плавает, это понятно. Главное, вертив не совершить. Ну, то дело мастера. Понятно. А налить как называется? Вот по имени этой же, это Аматли называют. Как? Аматли. Это речка Аматли, типа везде проехать можно. Хоть сзади, хоть вперед. Как-то так переводит. Ну, это на оленях. Вот 9 километров, говорю, она длинная.
еще не тает. Вот тут этот кусок остается обычно. И тут все лето мы живем уже, как пригоним в начале лета. Ну, где-то в середине июня. И с тех пор до августа. И стараемся зиму, когда холодно, не кочевать. Примерно что у нас, декабрь, январь почти не кочуем, мало. Если кочуем, то близко рядом, километров 5, 10, ладно. И все. Чуть март, середина марта, где-то мы считаем своим Новым годом, ага. До отела пока. Ну, начинается типа зарождение новой жизни, да? Не такой, как Новый год у русских. Там все замерзшее, да? А тут все типа пробуждается, и в это время Новый год. Ну или чуть позже, по-моему, когда народ скапливается, когда еще можно передвигаться по снегу, много людей скапливается в одном месте, начинается праздник одинак. Танцуют там, олени, гонки все время устраивали. Ну, свадьбы играли, там знакомились. Потом разъезжались опять на целый год. Ага. После разъезда начинается обычно отел оленей, да? Очень хлопотная работа, надо постоянно окарауливать, собирать. Славка, осторожно. У нас все нормально. Сегодня прошли 50 километров. Дорога сложная. Идем по плоту без поломок. Все нормально. Но очень медленно. От Алахьюни уже отъехали мы, ну где-то 170 километров отъехали. Записывай номер 8 914 28, да. Борисов Ким Александрович. Надо передать такое послание. Дорога сложная, идем медленно. В Охотске в лучшем случае будем 31 марта. Да, и подпись Никонов, Владимиров. У нас до Юдомы осталось 20 километров. До Китанды останется 70 от Юдомы. Планируем зайти в Охотск где-то 1 апреля. Все нормально у нас. Все, Жень, конец связи. Спасибо. Был такой случай, когда мы в буквальном смысле прошли через лес и расчищая все дороги. Случилось такое, что мы немножко заблудились. Ну, наш проводник, глаза его устали, он попросил отдохнуть и подождать рассвет. Когда рассвело, мы вышли и увидели, что всю ночь без остановки идет снег, еще такими крупными хлопьями. И уже видимость от 30 метров уже нулевая. Наш проводник тоже забеспокоился. Хорошо, что вот мы в такой век, в такую ситуацию попали. Да. Сразу подняли коптер, и из высоты уже наш Алексей впервые увидел вот свои угодья, да, и сразу узнал. Вертушку вас чуть-чуть посмотреть, вроде мы правильно. Я же говорю. Я собрался. Надо ориентир дать, говорю. Надо коптер поднять, ориентир дать. Не, вот вроде правильно пришли, вот сюда. Осталось чуть-чуть. Опять правильно, коптер есть для чего? Чуть-чуть. И помню его лицо, его глаза так и прищурились, что не были видны, и верхний зуб так и трясся от его довольной улыбки. И он сказал, все-таки мы не заблудились, правильно шли. И вот так мы вышли к своей дороге. 6-й день нашей экспедиции. Находимся где-то в районе без 20 километров Юдома. Проехали 200 километров с Алахьюня. Дорога очень сложная. По временами вообще дороги нету. И снегоходная тропа, которая больше даже иногда мешает, чем помогает. Ребята натрудились.
приходилось делать просеки, потому что перевал по-другому взять мы не можем. Нам до гребня перевала осталось метров 300, и потом уже пойдет спуск на Юдому. Всю ночь шел снег. Сегодня с утра замерили снег. Общая высота 1 метр 5 сантиметров. Температура за бортом 0 градусов. Вот. С утра выявили мелкую поломку. Оборвало кронштейн кондиционера, насоса. Вот. Демонтировали насос, заглушили трубопроводы. И на первом и на втором одна и та же поломка. А так в целом снегоходы ведут себя хорошо, надежно. Ну, маленько подустали, конечно. Снега очень много, ходить сложно. Ну, а так в целом позавтракали уже. И минут через 15-20 дальнейший путь. Прошли перевал, начали спуск к Юдами. Идем по горному ручью, по наледи. Ну, это лучше, чем по лесу. Вот, сейчас поработали часок. Вышли мы в 8. За час прошли всего 2 километра. Очень большие завалы, глубокий снег. Ну, пока идем вниз к Юдами. Алдыр, ага. Вот это. Заческа, или осер можно назвать, то же самое будет. Это зачески отметки дороги, чтобы не терять. Ну, во всяком случае, на первое время. А потом запоминается дорога уже, кто знает, едет, а кто не знает, смотрит их и едет. Так получается. Ну, мы называем эркеи. Ренки. Сахалы, ну, по-якутски эркей. Тоже. Как заческа, вот. Ну, значит, то же самое. Ну, это заческа так. Больше, чем 60. 60, да? Не 56. Ну, что значит свежий воздух? Хорошо сохранился. Что у вас машинка тяжело идет? Сюда, наверное. Я нет. Сюда. Ну вот и я про то же, вот сюда на это палько выскочили, он что-то все, снег тут тяжелый, еле-еле тащится. Көннөрү туристический рекорддук болдағына кини выгодная хоқ болын хептен болла. Өлүхен барта комплексный болуқтақтен, ол балықтағыны терияққа хеп, туризмі терияққа хеп, болтағыны терияққа хеп. Эти дойдулар деке усмайна астыңыры сарба, күнді түйләқ, суала олық бұстала хоғал бәға бит. Сарба кейс шубата хыната олық бәдже бадда. Өлүхен етіннәме бизнес тоқуйдуаққа хебе біттен ана атыбыт, оннатан эти битим күрдүк туризм бәбит хотутен компания
туризм болдун, бултахым болдун, экстремальное направление болдун, даже военное направление лахпыт. Туризм өттігер бейгі тәхі бары балаққаларынан, снаряженияларынан, спальный мешоктарынан, тугунан бартынан қатчеркіні тегеқ бүтін хеп, өзігін бейіға бұл хаңа олы хағалдыр бітігер уже чәптетілігі күрдік болар. Онны тоқоту тен истенеңінен әргері дейханлар үксін. Аны бейгі даже уже пандемиян негер туризмнан сағалаппыт. Омайоғын қамсықырытық мәйдәбіті білгенен тұқабытын тілінлерін әребіт. Ну, середина 6-го дня, озеро безымянное. Идем довольно медленно. Перевалы, много завалов, пилим. И есть по скорости проблема. Идет снег со вчерашнего дня без остановки. Во время экспедиции нашему проводнику Алексею Афанасьевичу Слепцову исполнилось 65 лет. И весь состав экспедиции построением и подарками отметили это знаменательное событие для нашего проводника. Вот я родился, в этот день, 65 лет назад. Получается, именно сегодня день рождения у меня, 30 марта 59 года родился. Родился я в Арке. До 6 или 7 лет я с родителями в тайге был постоянно. Геологов в Ване возили, всякое, В школу в Арке пошел, подготовительный класс сначала. Я по-русски плохо говорил немножко. Некоторые из наших, мои годки, мой класс вообще не знали русский язык. И вот пока до этого подготовительный класс, через год в первый класс. Из первого класса потом меня перевели в Охотский школу-интернат. Там 4 года учился. В интернате, в школе-интернат. Классы большие были. 8-летка, но классы большие были. По 40 человек. Но там не только наши районы были, там всякие и русские, я не знаю, всякие национальности. Тогда мы не обращали на это внимания. А в Арке учились, пошел с 5 класса. В Арку перешел и там учился. На рыбацкий перевал поедете? Алексею Афанасьевичу. Гиб-гиб! Ура! Гиб-гиб! Ура! Гиб-гиб! Ура! 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 Ну все, потом. Себе салдынга. Выходом на Юдану. Ура! Ура! Витус Беринг первым пришел на Юдому. Ну все, капитан. Всю дорогу шел. 1050 километров. Устал. Вот, дошли до Юдомы. Участок хороший. Так, он куда пошел? Ты направо? Река Юдома – одна из главных составляющих транспортного коридора с Якутска до Охотска. Сегодня 3 километра проехали по этой реке. Раньше наши предки шли караваном с Якутска по реке Лена, по Алдану до Майи, и по реке Майя поднимались до Юдомы. И с Юдома поднималась где-то до Китанда. Вот здесь находится, называется, станция Юдома. Считается, что осталось около 200 километров до Охотска. Надеемся через километр 20-30 уже быть в Зимнике. Мы понимаем, что Зимник – это то место, где надо чистить себе дорогу. Имеется в виду от завалов, от леса и других препятствий.
Ну, в общем, хорошо. Учителя вообще хорошие у нас были. Все. Вот Кунгуру, Валентина Егоровна, химию такую, географию преподавала русская. Ну, только из-за нее одной я эту химию, которую не переношу, учил, и на 4 учился. Сейчас она до сих пор есть, старенькая, совсем в доме престарелых, по-моему, где-то там. Плохо то, что старались отучить от родного языка. Воспитательница была, она прям так и ругала нас. Как вы смеете в советской школе говорить не по-русски? Это не только я знаю, это все помнят тогда, школьники. Ну, многие из нас не поддались, все это знают, выучили. Все равно оставили язык при себе, как я тоже знаю свой родной язык хорошо. 8 класс там же кончил. Новая учительница приехала в 6 или 7 классе училась. Я учился когда, в 7 класс перешел. Михайлова Зинаида Леонидовна, нашим классным руководителем. Большой класс у нас был для арки. После 8 класса работал сначала оленеводом. Денег подкопил, поехал в Магадан на Олу техникум, сельскохозяйственный техникум поступил. Ну, быстро бросил. Еще немножко поболтался, улетел аж в проведение. Чукотка, там поступил в училище. Там проучился, но тоже уже все. Не хотел учиться больше. Учился специальность там ветеринаров в техникуме. А тут, когда училище слесарь по ремонту электрооборудования тракторов, вездеходов. Ну и еще курсы разистов там проходили. Я еще в Магаданской области долго был. Болтался, то все. Потом уже вернулся и постоянно остался. Много с геологами работал, оленеводом. Потом все заглохло в 90-х годах. Несколько оленей себе своих, которых было штук 15, забрали с собой. Сейчас вырастили стадо, у нас уже 140, по-моему, голов. До сих пор работаю. Я помогаю сестре, я уже давно на пенсии, получается, 10 лет или сколько, да? Ну, она тоже, она держит оленей, вот помогаю ей. Одной-то ей не выдержать все равно. Очень тяжело. Волки, да чего, звери, болезни. Так ходит, делаю. Билеген үес болбуту курдук бей проект бут эрелях партнера тааттап тодор үетин камнаханан туунан саддатык. Бей бүгүн бу халыма холун 295 километригер тааттыр отуруур мосту дио келен турабыт. Бүгүн күннәкы бейге сигнальный столбиктер бытын, солбы знактырын, барьерное ограждениялар бытын суял жабыт. Екі күннә қаттақ кәнне. Байыл бұлға қаламы тута әтәңе ағын әрір. Алдан өрес нүлі ойынан 11 ымайын 11-12 күннерге ұрысты бұта. Бұл таттыр ақпет байыл ортотынан, моста ортотынан хүлді ғытар. 2 күннә қаттақ кәнне бүйхан чағынтымы тұру әвілден бұл татты моста бұт. Turgun ubut kemen kemedi jut. Hoyar kün tasika kep kebin ostaben sibeke